Добрый день, уважаемый жюри. Меня зовут Бахмач Виктория, я ученица 10 Б класса Якутского городского лицея. Тема моей работы – создание модели гормона актуального века информационных технологий. Развитие цивилизации сильно изменило условия жизни человека, а скорость изменений часто превышает скорость адаптации в ходе эволюции. Организм человека еще не успел приспособиться к условиям информатизации, и на этом фоне часто возникают заболевания. Я считаю, что был бы полезен гормон, обеспечивающий системно-адаптивный ответ на возникшие в процессе информационной революции проблемы со здоровьем. И в своей исследовательской работе я предложу теоретическую модель такого гормона. Таким образом, целью моего проекта является создание модели гормона и описание его механизма работы. Задача – изучить особенности образа жизни и среды обитания современного человека, выделить наиболее актуальную проблему, указать ключевые стимулы физиологические эффекты для предлагаемого гормона и определить для него возможного предшественника. Далее хотелось бы ввести терминологию. Кальциноз – это патологическое отложение на стенках сосудов значительного слоя солей кальция и повышение риска внезапного разрыва сосудов. А фактор роста фибропластов или FGF22 – это белок, который дифференцирует аксоны, функциональные пресинаптические единицы. На данной схеме я выделила 3 основные группы особенности среды обитания и соответственные особенности образа жизни человека. Машинизация деятельности человека приводит к малоподвижному образу жизни. Развитие информационно-коммуникационных технологий и гиперинформатизация к высокой зрительной и информационной нагрузке, а также психологическому стрессу. Ухудшение экологии, рост количества заболеваний. Выделим малоподвижный образ жизни и информационную нагрузку. Они являются ведущими причинами проблем сердечно-сосудистой системы. Теперь обратимся к статистике ВОЗ. Мы можем видеть, что наибольшее количество смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, я считаю, что был бы полезен гормон, который позволил бы человеку осуществлять системный адаптивный ответ на избыточный поток информации и предотвратил возникновение сердечно-сосудистых заболеваний на фоне информационного стресса. Проблемы сердечно-сосудистой системы приводят к недостатку кислорода, а это, в свою очередь, к ишемической болезни сердца и ухудшению работы мозга. Информационный стресс возникает, когда мозг не успевает обрабатывать большое количество информации. Следовательно, наш новый гормон должен улучшить усвоение информации, и для этого он будет влиять на память, то есть увеличивать количество синапсов. Новый гормон я назвала меморин. Ключевыми стимулами, запускающий ответ, будет информационный стресс, то есть синтез адреналина. Таким образом, чтобы улучшить память, необходимо увеличивать количество синапсов функциональной и структурной единицы нервной системы. На данном слайде изображен механизм образования долгосрочных нервных связей. И вышеописанное подталкивает нас к тому, что для большей вероятности создания синапсов необходимо увеличить количество дифференцированных пресинаптических аксонов. То есть наш гормон меморин должен будет усиливать выработку FGF22. Немного информации об FGF22. Он синтезируется в клетках области C3 гиппокампа. Механизм его образования такой же, как у обычных белков. Как организована система гормональной регуляции? Нервные сигналы поступают к гипоталамусу. Он отправляет сигналы в место синтеза гормонов. Гормоны попадают в кровь, транспортируются переносчиками гормонов в нужную клетку, которую называют мишенью. И в нашем случае клетка-мишенью меморина будут клетки области C3 гиппокампа. Заключительный этап – это действие гормона на клетку.
В нашем случае это синтез и секреция факторов роста фибропластов FGF22. Теперь рассмотрим принципы передачи гормонального сигнала в клетках-мишенях. На схеме показаны два способа. Липофильные гормоны свободно проникают через плазматическую мембрану внутрь клетки, где взаимодействуют с рецепторами. Гормон-рецепторный комплекс связывается в ядре с хроматином и инициирует транскрипцию определенных генов. А гидрофильные гормоны связываются с рецепторами на внешней поверхности плазматической мембраны и запускается синтез вторичных мессенджеров. Мы выбираем липофильную систему, так как, чтобы обеспечить быстрый адаптивный ответ, необходимо непосредственное действие гормона на клетку. Далее хотелось бы определить возможного предшественника мамарина. Для этого выведем критерии отбора. Важным фактором нашей новой пары гормон-рецептора является скорость клеточного ответа. Поэтому выгодно взять за основу липофильный гормон, который действует прямо на ДНК. Также он должен вырабатываться как у мужчин, так и у женщин, и по всем критериям подошел гормон человека кортизол. Итак, как действует мамарин? Он синтезируется в коре надпочечников, затем попадает в кровь, транспортируется переносчиками гормонов в клетке области сети гиппокампа, проникает через плазматическую мембрану внутрь клетки, взаимодействует с рецепторами и связывается в ядре с хроматином. И происходит транскрипция генов, трансляция белка FGF22, который действует на аксон и дифференцирует его функциональную пресинаптическую единицу. Далее идет образование синапса. Таким образом, мы выявили особенности жизни современного человека, введена новая пара гормон-рецептор, описаны ключевые стимулы, физиологические эффекты, определен возможный предшественник. Источники. Всем спасибо за внимание.